Что быстрее, лыжи или санки? Стоит только приехать на курорт, как дети тут же начинают соревноваться в скорости. 11-летняя Фатима Цакиева, например, такую возможность с братьями и сестрами никогда не упускает. Они приезжают сюда с семьей практически каждые выходные. Обычно выигрывает старший брат, но когда не бывает, я или сестра. Лыжный сезон в Арымхи начался в этом году позже, чем обычно погода диктовала свои условия. Открытие сезона ждали не только жители республики, но и туристы из Дагестана, Чечни, Северной Осетии и Ставрополя. Трассу посещают около 200 человек каждые выходные. Они могут кататься с 9 до 18 вечера. В отличие от большинства курортов, разбитые на почасовую оплату, можно производить катание часовые. Также можно покупать абонементы на целый день, как на канатную дорогу, так и на инвентарь спортивный. Чаще всего горнолыжный курорт посещают большими группами. Как правило, это друзья или рабочие коллективы. В последнее время увлекаться активным отдыхом начали и целыми семьями. Подобное спортивное развлечение для ингушей стало заразительным. Ведь по статистике, посетив один раз лыжную трассу, возвращаются вновь. На курорте для отдыхающих открыты две трассы. Одна из них учебная, протяженностью 200 метров. У нее более пологий склон, кататься на ней удобно новичкам. Вторая же трасса длиннее учебной на 1 километр. Ее крутой склон и повороты покоряют более опытные лыжники и сноубордисты. В следующем году дирекция курорта планирует внести некоторые изменения для удобства туристов. Приехали с детьми, например, родители. Дети там и могут одни остаться. Если получится, мы хотим со следующего года, чтобы эта детская трасса учебная проходила где-то параллельно с этой нашей, где-то метра 200, такую же высоту, не больше, но чтобы этот буглет детский стоял здесь, чтобы они могли бы видеть, и как дети у них катаются, и чтобы сами. Вот этот момент надо учесть. В случае непредвиденных обстоятельств на горнолыжном курорте весь день дежурит группа спасателей. Поисково-спасательный отряд Арымхи периодически курсирует все площадки и трассы курорта. Подготовку в оказании помощи на горнолыжных трассах ребята проходили в Приэльбрусе совместно с Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом. Если кто травмировался, есть такие специальные сани, называются АКЯ. На них мы пострадавших спускаем вниз. В этом сезоне таких случаев тяжелых не было. Были 2-3 случая, там травма ноги, и тоже несерьезные случаи были. Так, целый день мы тут. Осторожно, осторожно. Согмулилась. Один из таких случаев произошел с Марит Олеговой. После нескольких посещений курорта, почувствовав себя опытной лыжницей, Марит решила спуститься с большой трассы. Когда начался крутой склон, поняла, что недооценила трассу и переоценила свои силы. Страх сковал настолько, что Марит не смогла ни спуститься вниз, ни подняться вверх. На помощь пришли спасатели. Я в таком глубоком отчаянии. Представляете, подъезжают ко мне люди в форме. Я не поняла, кто это. Выяснилось, что это МЧСники, и они курсируют эту трассу, оказывая помощь несчастным, которые оказались здесь в таком же состоянии, как и я, наверное. И я, конечно, хотела поблагодарить ребят, удивительные ребята. Люди занимаются, наверное, своим делом. Сегодня мы занимаемся уже с инструктором. Всем, кто не умеет кататься, лучше, конечно, брать инструктора. Инструкторы очень грамотные, очень внимательные. А вот маленький лыжник Мухаммед даст фору любому неопытному взрослому. Мальчику всего 4 года. И, несмотря на это, на трассе чувствует себя уверенно, умело пользуясь маленьким под его возраст лыжным снаряжением. Мухаммед делится, научила мама. Фатимой, Тамилой, Идисом, Адамайтом. Ты когда катаешься, большую скорость разгоняешь? Да. Прям с ветерком спускаешься? Лыжный сезон на курорте Арымхи будет радовать посещающих, пока это позволяет погода. Стоит поспешить всем, кто скучает по снегу на равнине. В горах он еще не растаял. Залина Магушкова, Магомед Дидигов, Новости 24.